После 8-летнего перерыва педагоги дополнительного образования из Коми снова в списке лауреатов всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Постоянное самообразование, любовь к ребятам и внимание к мелочам – вот их секреты педагогического успеха. Главный конкурс педагогов доп. Образования формирует кадровый резерв для страны. 90 конкурсантов из 40 регионов страны были соперниками команды из Коми. Конкурсные эмоции уже поутихли, работу над ошибками провели, и теперь остается на практике применять весь полученный опыт. Виктория Палкина встретилась с теми, кто готов не только учить, но и развлекать детей. Этот педагогический дуэт был самым узнаваемым на финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». В одном стиле, с одними профессиональными взглядами. Разница лишь в опыте. Педагог Республиканского центра дополнительного образования Екатерина Войт выступала в номинации «Профессиональный дебют». За плечами лишь 2 года работы. А потому помощь наставника была просто бесценна. Опытный педагог вела свою подопечную с самого начала. Только на подготовку видеовизитки ушло больше недели. Когда ты делаешь видеовизитку и на тебя смотрят только в течение 3 минут, нужно как-то умудриться, показать свои сильные стороны и в то же время раскрыть тему своего мастер-класса. Это все очень интересно, это все комплексный подход. Мы на это тоже ставили, и также мы понимали, что педагогическое сообщество будет смотреть на наш материал. И на самом деле это тоже возымело успех, когда мы приехали на сам конкурс, нас уже узнали. Сегодня у Екатерины Войт 5 групп в Центре цифрового образования детей IT-Куб. Работает с подростками, учит их основам анимации, 3D-моделирования, разработки приложений с элементами дополненной и виртуальной реальности. В основе ее педагогических методов лежит STEAM-подход. Воспитанники Екатерины Войт начинают понимать, как можно применять научные методы на практике. Первые шаги в профессии она начинала в карантине, дистанционно. Только потом были личные знакомства с детьми и родителями. Но все время рядом был педагог-наставник. До сих пор многие еще задаются вопросом, кто же такой наставник. Определения четкого нет, и законодательство в этой сфере ведется работы, но не до конца оформлено. Но могу сказать, что для меня сейчас наставник – это тот человек, который жертвует своим временем, как личным, так и рабочим, откладывая все свои вопросы и занимаясь именно прокачкой молодого специалиста, делится своим опытом и не боится вырастить себе конкурента, а растит молодого специалиста, состоявшегося в профессии, и пускать свободное плавание. Ольга Медведникова – педагог в 4-м поколении. В 2002-м получила специальность «Учитель изобразительного искусства и черчения». И вот уже больше 18 лет работает в одном из сыктывкарских центров дополнительного образования. Сегодня педагогам с большой загруженностью и нехваткой личного свободного времени нужно оперативно перестраиваться и маневрировать в образовательном процессе, где часто обновляются требования. Но главное, нужно находить время на самообразование, иначе увлечь современных детей будет непросто. Сегодня призер всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» понимает четко. Именно творческий процесс и общение с детьми – ее призвание и жизненный путь. В последнее время говорят, что новых детей надо учить по-новому. И, соответственно, мы учим по-новому тогда, когда мы сами развиваемся. Поэтому мы должны и стремиться к новому, к новой информации, переносить через себя. Сегодня педагоги дополнительного образования – это режиссеры учебного процесса, и основная их задача – добавлять яркие эмоции. Постоянно менять формы деятельности, применять современные технологии. Сейчас дополнительное образование получают почти 76 тысяч юных жителей региона, и ряды талантливых и увлеченных все время растут. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.